Он здесь очень много интересного узнает по части того, как в республике реализуется институт инициативного бюджетирования. Значит, когда мы сюда летели, я в самолете прочитал статью в «Ведомостях» сегодня о том, что здесь в республике оказывается стопроцентное освоение этой технологии инициативного бюджетирования на уровне всех муниципалитетов. Это потрясающе. Если это так, то очень интересно, как это все работает на практике. Потому что на самом деле вовлечение граждан, населения в управление делами государства на низовом уровне. Очень интересно. Так, Илья Георгиевич Шаблинский, профессор, доктор, он возглавляет нашу постоянную комиссию по избирательным правам. И рядом с ним Лев Сергеевич Амбиндер. Он в Совете ничего не возглавляет. Он возглавляет Русфонд, одну из крупнейших наших благотворительных организаций в стране. Он журналист из издательского дома «Коммерсант». И, что надо сказать, в отличие от нас, всех грешных, он лауреат государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Он получил эту государственную премию в прошлом году, и мы все ему аплодировали, когда президент вручал ему эту высокую награду. Вот таков состав нашей делегации на этот момент, потому что часть членов Совета, часть нашей делегации работает уже в Сибае, а часть приедет завтра, кто-то приедет послезавтра. У нас такой сменный состав. Вот второй экипаж, потом третий приедет. Вот так мы будем работать. Но сейчас нам рассказывать вам уполномоченный, да? С места и можно. Конечно. Спасибо большое. Вот куда же круглый стол? Спасибо большое, уважаемый Александрович, уважаемые члены Совета. Хотелось бы поприветствовать нас на достижение земли Республики Башкортостан, и я надеюсь, что все эта работа будет, и уверен в этом, будет плодотворна. В своем выступлении хотел я подать некоторые моменты, которые возникают именно по вопросам прав человека. Где-то цифры буду я оперировать 2018 годом, потому что, в принципе, не так намного разнятся они, то есть от других годов. И в целом я хотел сказать, что для анализа соблюдения прав человека, а также оценка результатов деятельности органов госвласти и мест управления позволяет сделать вывод о том, что проводимое руководство республики политика социально-экономического развития способствует обеспечению прав и свобод национального населения Башкортостана. В республике реализуется ряд целевых программ, направленных на улучшение условий жизнедеятельности работающих, государственную поддержку малоимущих граждан, планомерно предприятию учреждений социального обслуживания. Сегодняшнее состояние экономики и социально-духовной сферы достигло благодаря труду национального народа, общественное согласие и конструктивное взаимодействие всех ветвей государственной власти вместе с управлением создает все условия для неуклонного повышения состояния граждан. Вместе с тем остаются проблемные вопросы, которые складываются десятилетиями, носят системный характер, а также имеют распространенным является обращение, связанное с трудовыми отношениями, защита прав инвалидов, пенсионное обеспечение, правоохранительной деятельности и множество других, важность которых сложно переоценить. Жилищный вопрос по-прежнему остается самым важным для значительной части населения. В 2018 году в республике за счет всех источников финансирования введено в действие более 30 тысяч квартир.